Вітаю, шановні сябры. Хотел бы озвучить 3 тезиса и потом рассмотреть их с разных сторон, чтобы убедиться, что это так, что это действительно так и есть, что эти утверждения справедливы. Причем они справедливы не только для вас, для белорусов, для Беларуси, но и для любого другого народа и для любой другой страны. Тезисы такие. Выбора у вас нет, вы обречены, но все будет хорошо. С самого начала протестов многие в мире, у нас в стране, и я, следим за развитием событий, переживаем за вас, и это внимание не ослабевает. И вот по мере того, как лично я наблюдаю, слушаю, смотрю за происходящим, я вижу, как одна мысль снова и снова транслируется не только так называемыми лидерами оппозиции, но и ця думка притаманна, присуща многим просто участникам протестов, причем сильно настроенным активно на борьбу. И мысль эта о том, что белорусский народ, он какой-то особенный. Это не так. Представьте себе, что вы ребенок, да? Что вы выходите во двор другим детям и начинаете говорить о том, что вот вы такой какой-то особенный, не такой, как все, неважно по каким причинам. То ли вы книжку какую-то читали, которую якобы не читали другие, то ли у вас папа космонавт, то ли у вас бабушка за границей. Ну, я думаю, что все мы понимаем, как к такому ребенку будут относиться его товарищи по играм и кем на самом деле такой ребенок является. То есть таким же обычным, как все. Ну, а если это транслировать уже на взрослую жизнь, да, то заявление о том, что я какой-то особенный, что я лучше других, да, тут же недалеко и до расизма, потому что если я лучший, то все остальные, они какие. Есть еще один момент. Невозможно быть особенным, если хочешь попасть туда, куда стремятся, куда пришли и все остальные. Тебе все равно придется пройти один и тот же путь, столкнуться с одними и теми же испытаниями, если ты хочешь точно такой же результат. А то, что вы хотите именно туда прийти, я к этому вернусь чуть позже. И здесь не может быть особенных или не особенных народов, наций и людей. Все люди одинаковые. Если присмотреться, то даже те, кто кажутся сильно особенными, они просто попадали уникальным образом в те же самые ситуации. Все равно проходили тот же самый путь. Вот на канале Миновито даже всплывала такая, по-моему, Алена Васильева разговаривала с паном Антосем, и у них всплывал такой пример Исландии, которой вроде бы легко поддерживать нейтралитет, потому что она там где-то далеко, ее никто не трогает. Так вот даже с Исландией это не так. Исландцы действительно долго жили, интересовались в большей степени сами собой, никого не трогали, жили довольно отдаленно от всех и жили настолько хорошо, что несмотря на свою весьма северную географическую ориентацию, несколько раз признавались лучшей страной для жизни в Европе, а потом рядовые исландцы столкнулись с такой штукой, как мировая экономика, мировой капитал, кредиты. И, будучи по-детски наивными в этом вопросе, они набрали кредитов больше всех. Так много, что закредитовали всю свою страну по уши. И когда грянул всем известный кризис 2008 года, они оказались в очень тяжелом положении. Страна-должник. Но исландцы легко вышли из этого положения, они просто вышли на Майдан, они в один момент сместили премьер-министра своей страны, который тихо, мирно, практически безальтернативно, абсолютно честно
избирался, переизбирался 3 или 4 раза. Они сместили его в один день, переписали Конституцию и разошлись дальше тихо жить мирно, довольные собой. Все эти события далеко не секрет, их не очень афишируют по понятным причинам, потому что это беспрецедентная ситуация, когда рядовые люди, да еще и целой страной, оставили в дураках мировой капитал, оставили в дураках банки. Ну, не будут же банки воевать со страной, да и как, даже если очень хочется. Вот. Так что все это можно, все эти материалы можно поднять, убедиться, посмотреть, увидеть, что все процессы, именно процессы идентичны. Не покупайтесь на факты. Факты, конкретные локальные события, вещь действительно уникальная, потому что она сопровождается кучей разных ситуаций, но все равно все народы для того, чтобы прийти туда, куда мы идем, проходят один и тот же путь. Теперь второй момент. А хотите ли вы туда, ему есть ли альтернатива? Потому что это вторая мысль, которая очень часто всплывает в разговорах белорусов в последнее время, что, может быть, нам эта демократия не нужна, этот хаос, этот шум, это непонятно что. Ну, давайте рассмотрим альтернативы. Дело в том, что любая культурная система, которая лежит в базе любого общества, она опирается на ценность человеческой жизни. Это очевидно, с этого начинаются любые культурные взаимоотношения. Есть, конечно, одна аномалия. Кстати, особенный народ, ходящий своим путем, с загадочной душой. Вот культурную аномалию русского мира лучше рассматривать отдельно, а мы вернемся к миру обычных людей. Так вот, любая культурная система, она опирается на ценность человеческой жизни. И чаще всего, обычно, эта ценность так или иначе каким-то образом определяется в нечто более-менее конкретное. И в стране наступает так называемая стабильность. Так это выглядит изнутри. И таких примеров очень много, и таким ярким, большим современным примером является Китай. То есть там люди меняют свою свободу на относительную сытость. То есть твоя свобода меняется на миску риса. Тебе дают миску риса, а ты в ответ отдаешь распоряжаться своей собственной жизнью. А в ситуации, когда эта миска риса по каким-то причинам тебе недоступна, и ты пытаешься возмутиться, тебя бьют. Тебя бьют, а если этого мало, тебя закатывают танковыми гусеницами в асфальт и так далее. Бывают страны, бывают сообщества, которые целиком меняют свою коллективную свободу на эту так называемую стабильность. Таким тоже современным примером, к сожалению, является Армения. И, как вы видите, заканчивается это тем же самым. Их тоже бьют. Единственная разница может быть, что их всех по сравнению с вашим сегодняшним днем бьют не каждый день, а по каким-то особым случаям, но все равно бьют. И единственным исключением из всех этих обычных практик является европейская культура, она же цивилизация. Дело в том, что у нас человеческая жизнь является бесценной, и обеспечение этой бесценности или равноценности человеческой жизни – это недостижимый идеал, и мы к нему стремимся. То есть мы никогда не бываем в состоянии стабильности. Нам всегда недостаточно того, что происходит с нашей жизнью сейчас, несмотря на то, что каждый день, каждый год, каждый век мы живем гораздо лучше, чем жили раньше. И уж тем более мы недовольны, когда нас бьют. И вот на этом пути, к сожалению или к счастью, каждый народ, каждое общество, оно само по себе, в некотором смысле. Но, опять же, по достаточно понятным детским причинам. Для того, чтобы гордиться собой, для того, чтобы смотреть в глаза своим детям, для того, чтобы осознать собственную силу, вы, как в сказке, должны победить дракона самостоятельно. Вы должны пройти через борьбу, через боль, через кровь, через потери. И вы должны сделать это самостоятельно. Но есть и хорошие новости, потому что все-таки в этой борьбе вы не одиноки, у вас всегда есть поддержка. И в тех местах, где эта поддержка действительно нужна и возможна, вам даже не обязательно сильно звать об этой помощи, потому что помощь к вам придет, помощь к вам приходит. И в этой борьбе
вы имеете поддержку абсолютно искреннюю, потому что можете не сомневаться, если мы вам говорим, что мы понимаем, что с вами происходит, то мы действительно понимаем. И если мы говорим, что мы разделяем вашу боль, мы действительно разделяем вашу боль. Так что на самом деле позвольте вас поздравить, дорогие друзья белорусы. У вас началась интересная жизнь, жизнь полная новых возможностей, жизнь полная новых достижений. Ваши дети будут жить еще более интересной жизнью, а ваши внуки еще тем более. Живы